Это в нашей стране нужно что-то реально менять. В нашей стране нужно менять руководство. Идем никуда, все кругом валится. Сейчас еще этот коронавирус добавился. Потому что простым обсуждением, простыми какими-то петициями, простыми даже коммуникациями легкими с чиновниками ничего не решается. Нет работы, нет зарплаты. Ну вот и сидеть дома, вот это основная идея. Надо что-то менять, надо что-то делать. Есть определенные мысли, есть определенные уже наработки с прошлого года. Но нет самого главного, нет людей, которые вот приходят сюда. Мы не организуем площадь, мы не организуем эти мероприятия, чтобы потом те, кто будет смотреть это видео, говорили, что вот, несанкционированное. Мы просто гуляем и обсуждаем происходящее в нашей стране. И решаем, что нужно для этого делать. Вот и все. Официально его можно сейчас... Никак его официально. Нет. Можно. Нельзя. Можно. Нельзя. Можно, чтобы он сложил полномочия. Это народу надо собраться и высказать... Это не официально. Почему? Это официально будет. Это надо только народ, через народ. Пока народ не скажет к этому... Я просто не хочу работать на то предприятие, где не платят деньги. Зачем мне работать на государство, которое не хочет выполнять мои требования? А мои требования простые. Платите людям зарплату, ту, которую вы обещали. Как обещал Александр Егорович. По 500. Ну, либо потом, как он сказал, по 1000, да? Ну, хотя бы 1000 дайте. Тогда, может, народ и пойдет на государственную работу, и что-то изменится. А работа ради работы, она никому не нужна. Треба змінити режим Лукашенки и в кратчайшие сроки. Надо поставить у власти какого-то нормального, адекватного человека, не шизофреника, который сейчас находится у власти у этой. Потому что из-за шизофрении у нас вообще в стране труба. Я считаю, что многие люди так будут считать, что шизофреники нам не нужны. Так нельзя делать. То есть на общее движение это не влияет, это первое. Я думаю, что надо выходить народу на улицу, делать революцию какую-то маленькую. Без революции в 2017 году не обошлось. Так давайте иногда пускай идет на выборы, будем выбирать. Все, будем менять. Да мы просто видели рекламу в группе о том, что будет протест в качестве против флагштока, который планируют установить за 700 тысяч долларов. Но мы считаем, что сейчас это абсолютно нерационально. И, наверное, сейчас есть другие темы, наиболее актуальные и более важные вопросы, которые должны быть решены, особенно в условиях пандемии. Ну, наш народ, он не очень такой активный в этом плане, но, тем не менее, этим заниматься нужно, ходить на такие встречи нужно, потому что, ну, собственно, так должно работать гражданское общество. Люди должны не бояться выражать свои мысли, потому что, сидя дома, ну, невозможно обмениваться какими-то своими мыслями, невозможно ничего сделать, потому что вот эти всякие кухонные посиделки, они, ну, не приносят никакой пользы абсолютно.